Вы говорили, что земное на халяву могут дать, а божественное нет. И в то же время молитва за детей или родственников может помочь им. Получается, что для них это будет как бы халява. А дело в чем? Дело в том, что молитва за детей и родственников – это возможность, которую мы им даем через себя. Эта возможность реализуется или нет? Вот это очень важно понять. Это возможность. Я создаю для них фон. Но если я молюсь, что вот пускай у меня, то есть начинаю нажимать, то тогда действительно я могу выровнять ребенка, и за это я, сказать, испорчу его душу, и за это я должен ответить. То есть, почему в любой молитве всегда говорится: да исполнится воля Твоя, Господи, не как я хочу, а как Ты хочешь. Тогда я накладываю ограничения на свои желания. И тогда я ограничусь фоном, но не изменением. Ни одна женщина говорила: мой ребенок умирал, мой сын. И я взмолилась: пускай на меня перейдет эта болезнь, пускай он выздоровеет. И он, шансов выжить не было, он выжил. И говорит: сейчас ему сколько там, он взрослый, он ненавидит меня, он меня избивает. Она говорит: я поняла, он мстит мне за то, что я загубила его душу. У него была настолько душа черная, он должен был умереть, отболеть. А я, говорит, взяла на себя, я развратила еще больше его душу, и он сейчас, так сказать, мстит за то, что я повредила его душе, спася его тело. Поэтому мы должны в первую очередь думать, мы привыкли, для нас забота о душе и забота о теле где-то работает. Ну, дело в том, что когда заботишься о другом человеке, когда ему отдаешь его телу, то чувство любви и отдача энергии идет автоматически. Но нужно понять, что главная отдача, главная забота должна идти через отдачу любви на первом месте, на втором отдача энергии, на третьем отдача уже на физическом плане. И вот это нужно четко понимать, что все, по мере того, как мы развиваемся, все меньше физической помощи и все больше помощи духовной и любовной. Ну, это как на Востоке. Если ты дал рыбу, ты накормишь на один день, а научишь рыбу, сказать, ловить, это помощь на всю жизнь. Поэтому нужно помогать всем, но нужно помогать правильно. Поэтому отдача любви и энергии, мы должны все время выходить на более тонкие моменты отдачи и заботы. И вот это, я считаю, очень важно. И когда мы просим о Божественном, мы молимся за родственников, еще раз хочу подчеркнуть, мы должны правильно им помогать. С одной стороны, создание фона, а с другой стороны, где-то остановить внешнюю помощь, или где-то жестко отнестись, или сказать: ты знаешь, я считаю, что тебе рыбу хватит есть, тебе пора рыбу учиться ловить, и так далее, и так далее.